Работами Александра Шервашидзе-Чачба из Золотого фонда национальной картинной галереи Абхазии восхищались такие мастера кисти, как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и другие именитые художники. Картины долгие годы хранились в одном из помещений здания Союза художников в неудовлетворительных условиях. Обращение построить государственную картинную галерею Абхазии длятся с 80-х годов прошлого столетия. Все мы в разные периоды обращались и принимали, пытались все-таки реанимировать вот эту ситуацию. Но, как видите, в итоге так сложилось, что случилось то, что случилось. Теперь нам никогда не вернут и не восстановят все эти фонды замечательные, поколениями, которые все создавалось. Где эти картины сегодня? Их нет просто-напросто. Вот уже третий день художники по крупицам из-под сажи и копоти собирают то, чему удалось уцелеть. По словам Нагзара Логуа, необходимо тщательно обследовать сгоревшее здание и провести колоссальную работу, а также создать профильную комиссию. Для начала все это надо изучить. Второе. Надо, чтобы прокуратура довела до конца тщательную работу по расследованию случившегося. Разные слухи, домыслы, всякими, да, наполнено пространство информационное. Чтобы снять все вопросы, мы полагаемся на прокуратуру и на следственные органы. И обязательно, если будет необходимость, а я думаю, уже такое время настало, когда мы должны независимое расследование будем проводить. Очаг возгорания, как очевидно, произошло именно на чердаке банка, которая находилась там, в этом здании. Есть очевидцы, есть съемки и так далее. Но мы дальше услышали опрометчиво, что, оказывается, возгорание произошло в здании Союза художников. Поэтому огонь перебросился именно через это здание. Так было сказано. Вот такие вот слухи, они не приведут к желаемым результатам. Поэтому мы требуем тщательного расследования. Сгорели ценные работы Сергея Габелия, Хуты Авиц, Батареи Лампар, Виталия Лакарба, Варвары Бубновой, Валерия Гамгия, который является автором государственных символов нашей страны. В галерее хранились его лыхнинские росписи на тему истории Абхазии и другие произведения. Это огромное панно, вот они фотографии в свое время сделанные нами, лежат здесь. Чловские росписи монументальные на тему Абрскил. Это шедевры абхазского искусства. Теперь нам не вернут все эти работы. Стоимость сгоревших работ составляла от 10 до 100 тысяч долларов и более, а за многие из них поборолись бы мировые экспозиции. Под национальную картинную галерею еще первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба в Сухуме было выделено здание по улице Пушкина, однако отремонтировать и перейти в него не удалось. Союз художников является общественной организацией и поэтому не состоит на балансе государства. По этой причине его руководители сдавали часть своих помещений в аренду ЦМР банку, которые сгорели 21 января. По словам председателя Союза художников Виталия Джения, банк платил ежемесячно арендную плату 200 тысяч рублей, а галерея 50. Этим мы содержим сегодня и зарплата сотрудникам, и все выставки, что мы делаем. В помещении, где хранились картины, могли заходить только сотрудники. Ключ был у хранителя, отметил директор фонда национальной картинной галереи Сурам Сакания. И там фактически не было сторожа. Сторожа были в банке, а там круглосуточная охрана. Это одно и то же здание фактически. Самому зданию Союза художников не один десяток лет. Оно входит в перечень объектов историко-культурного наследия и давно нуждается в реставрации. На самом деле чердак очень длинный. Этот чердак я видел, потому что мы много раз крышу ремонтировали своими руками. И поэтому мы знаем, что чердак очень длинный. Значит, где-то может загореться, безусловно.
И пока дым не проникнет в помещение, и охрана банка тоже навряд ли заметили бы. После случившегося с предложением помочь звонят из разных регионов России, республик Северного Кавказа, а также из Приднестровья. В ближайшее время в Абхазию также приедет группа специалистов-реставраторов. Среди них есть сильно поврежденные, обгорелые. Я не знаю, навряд ли реставраторы там что-то могут сделать. Вы представьте себе, жара была такая огромная, что бронзовые статуи, бронзовая голова Амирана Адлибы, то есть его исполнение, она расплавилась. И бронзовые фигуры расплавились. Вот такая высокая была температура. Юга России все звонят, с Москвы звонили, с Питера звонят. Вчера директор музея Ростова звонила мне ночью. Они все хотят помочь нам. Мы соберем вам работу. Однако пока от таких предложений художники отказываются. Сначала нужно решить вопрос здания Национальной картинной галереи и только потом заняться сбором работ, говорят они. На пресс-конференции было отмечено, что по инициативе Союза художников за прошедшие 4 года после выставок, которые проходили в ЦВЗ, представленные работы оцифровывали. И на сегодняшний день электронные версии хранятся в архиве. Гугуца Вардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.